Уважаемые дамы и господа, мы продолжаем наш концертный вечер. В последние дни, если вы об этом не знали, может быть, эта информация существует, в последние дни существования Советского Союза Михаил Горбачев со своей супругой присутствовал на исполнении Пятой симфонии Густава Малера под управлением Клаудио Аббадо. Вот что пишет Горбачев в качестве впечатлений. У меня было чувство, что музыка Малера каким-то невероятным образом напрямую касалась нашей ситуации, периода перестройки, со всеми его страстями, страхами и борьбой. Супруга его говорила следующее: «Я была потрясена этой музыкой. Она была созвучна моему состоянию абсолютной безысходности. Даже если намерение Малера состояло в обратном, очевидно, что эта музыка дотронулась до чего-то очень глубокого в их душе». Позднее в мемуарах Горбачев писал: «Всегда в жизни существует конфликт и противоречие. Без этого нет самой жизни». Каким-то образом Малеру удалось точно передать этот аспект человеческого существования. Как известно, 20 век был веком потрясений не только с точки зрения физической, военной, с точки зрения катастроф, но и с точки зрения гонений на людей искусства, поэтов, писателей, ссылок. Существовала партийная линия искусства, когда власть диктовала артистам и художникам, как творить, что творить, и поощряла только хвалебные режиму оды. Конечно же, великим композиторам, таким как Дмитрий Шостакович или Альфред Шнитке, удавалось обходить эту линию, используя метод, который они целиком и полностью заимствовали у Густава Малера. Это введение иронии в музыкальную ткань. Как известно, ирония — это такое наклонение речи, когда смысл сказанного прямо противоположен словам, то есть способ сказать одну вещь, подразумевая совершенно другое. До Густава Малера музыка великих, даже великих композиторов в целом, обобщенно, выражала довольно конкретные идеи: счастье, печаль, радость или скорбь, пусть и с тысячами оттенков и подтекстов. В своей же первой симфонии Малер впервые вводит иронию в музыку, и позднее в своих более поздних сочинениях часто пользуется этим приемом. В третьей части своей симфонии, не говоря об этом прямо, он пытается отразить ужасный обычай, который существовал в его время и который он пережил сам, когда под одной крышей могло жить несколько семей, может быть, на разных этажах, и в то время как одна семья могла оплакивать горе, другая предавалась буйному веселью или пьянству. И поскольку Малер потерял в детстве 6 своих братьев, эта тема была очень злободневной, очень душещипательной для него. В третьей части под звуки траурного марша он вводит вульгарную веселую мелодию, которая подчеркивает абсурд и трагизм существования. Таким образом, веселая музыка звучит трагически, а траурный марш обретает совершенно несуразно веселый характер, что вдвойне подчеркивает трагизм общей ситуации. Леонард Бернстайн, выдающийся американский дирижер, говорил, что какую бы вы эмоцию не услышали в музыке Густава Малера, прямо противоположное будет настолько же очевидным. Этот парадокс Малера в целом можно попробовать объяснить следующим. Сегодня, особенно в 21 веке, как никогда, масс-медиа и сообщество, и популярная культура забивает наше сознание эфемерной, приходящей модой. Густав Малер больше чем за 100 лет до сегодняшнего дня, предвидя это, обращает данную формулу против себя же самой. Огромной оркестровой звучностью на страницах, которые предназначены для сотни людей или даже для сотен, как в случае с 3-й и 8-й симфониями, всей этой глыбой, махиной он освобождает именно индивидуальное сознание и подсознание человека, будто разбивая скорлупу, которая мешает дотянуться нам до своего высшего «я». Сидя в концертном зале в числе 1000 или 3000 человек, вы всегда будете наедине с самим собой, когда звучит музыка Малера. Сейчас вы услышите первую симфонию композитора, написанную в 1888 году, и позднее, в 89 и 93 серьезно переработанную.
Симфония эта новаторская и по своему языку, по стилю, по форме абсолютно не была принята современниками и даже в кругу близких друзей Малера, в кругу самих композиторов вызвала тотальное недоумение. Достаточно, конечно, привести даже начало симфонии в пример, ведь особенно в то время люди привыкли, что любая симфония или концерт, любая музыка начинается с какой-то утвердительной темы. Это может быть главная тема, может быть вступление, но должна прослушиваться какая-то ясная мелодия. Когда звучит начало первой симфонии, мы можем услышать и увидеть, как Густав Малер сидит где-то высоко в горах, среди деревьев, и просто слушает тишину, тишину природы, глядя в бесконечность. Рассуждать о программе и смыслах в этой симфонии можно очень долго. В первой редакции существовало название «Титан», относящее нас к роману Жана Поля, очень любимому Малером. Но позднее композитор решил ликвидировать название, сочтя, что любая программа очень сильно ограничивает образный круг восприятия произведения. Сам композитор говорил, что для меня написать симфонию — это всеми средствами музыкальной выразительности создать мир. Прослушивание симфонии Малера — это как прожитая жизнь со всей ее глобальностью и интимностью. Каждый человек, прослушивая снова и снова симфонии Малера, может взбираться на бесконечные духовные вершины внутри себя. Итак, дорогие друзья, сейчас в исполнении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан прозвучит симфония номер 1 Густава Малера в 4 частях. Спасибо.
Богу,